13 августа средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,25 сомони за $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,61 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,2569 до 10,25 сомони, 1 евро от 10,6144 до 10,64 сомони, 1 российский рубль от 0,1645 до 0,1670 сомони. Цена на золото в понедельник снижается в рамках коррекции после роста четвертую неделю подряд. Также инвесторы фиксируют прибыль и составляет $1805.75 за тройскую унцию. Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются более чем на 1%. Инвесторы оценивают ряд факторов, как со стороны спроса, так и со стороны предложения. Цена марки Brent составляет $97,05 за баррель, марки ВТИ составляет $91,05 за баррель. В Таджикистане снизилось производство цемента. По данным промышленного сектора страны, производство цемента сократилось на 7,3%. Всего же за 6 месяцев этого года цемент произведен в объеме более 2 миллионов тонн. Этот показатель на 7,3% или почти на 157 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Причины сокращения цемента не комментируются, хотя строительный сектор в республике показывает производительный рост. Также отсутствует информация об объемах экспорта этого вида стройматериала. В статсборнике отсутствует отдельная графа экспорта цемента. Цемент включен в группу минеральных продуктов, куда также включены руда, концентраты, нефтепродукты и другое. Ранее же сообщалось, что в предыдущие годы республика ежегодно экспортировала более 1,5 миллиона тонн цемента. Это строительный материал в основном экспортируется в соседние страны, это Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан. Центральный банк Узбекистана аккредитовал представительство ОАО «Орион Банк». Об этом сообщает пресс-служба узбекского финансового регулятора. В сообщении говорится, что предоставленная 3 августа аккредитация «Орион Банка» будет действовать до 2 августа 2025 года. На территории Узбекистана почти уже 3 года действуют Алифтек и Алифмолия, собственники которых являются Алиф Капитал Холдинг, который также владеет Алифбанком в Таджикистане. Летом 2019 года Алифтек получила лицензию платежной организации Центробанка Узбекистана и осуществляет на территории соседней республики операцию по трансграничным переводам, оплата в заведениях, пополнению мобильного баланса, оплате коммунальных услуг и другое. Всемирный банк заявил, что Афганистан сталкивается с гуманитарным кризисом и риск наложения продовольственного и долгового кризиса может иметь разрушительные последствия. Об этом передает Толо Ньюс. Недавний отчет Всемирного банка показал, что Афганистан сталкивается с масштабным гуманитарным кризисом и риском перекрытия продовольственного и долгового кризиса, который может иметь разрушительные последствия. Всемирный банк заявил, что международная помощь Афганистану является единственным решением для исправления ситуации. Перекрывающиеся долговой и продовольственные кризисы могут иметь разрушительные последствия, и международная помощь является единственным решением, говорится в отчете Всемирного банка. Некоторые аналитики утверждают, что нехватка инвестиций является одной из причин роста экономических проблем в Афганистане. Всемирный банк в своем отчете заявил, что 7 стран сталкиваются с повышенным риском наложения продовольственного и долгового кризиса, и Афганистан находится в верхней части этого списка. Другие страны включают такие, как Эритрию, Мавританию, Сомали, Судан, Таджикистан и Йемен. В отчете Всемирного банка содержится призыв к увеличению чрезвычайной помощи Афганистану и всем странам, подверженному риску, в качестве возможного решения для предотвращения эффекта наложения долга и продовольственного кризиса. Казахстан планирует продавать часть своей сырой нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана в обход России, передает агентство Reuters, ссылаясь на 3 источника, знакомые с ходом переговоров. Таким образом, республика стремится диверсифицировать пути вывоза своей нефти. По данным источника агентства, национальная компания «Казмунайгаз» уже ведет предварительные переговоры госнефтекомпании Азербайджана о поставках нефти. Казахстанская сторона планирует продавать 1,5 миллиона тонн топлива в год
через азербайджанский нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Таким образом, Казахстан сможет продавать чуть более 30 тысяч баррелей в сутки. Это ничтожный объем по сравнению с 1 миллионом 300 тысяч и 1 миллионом 400 тысяч баррелей в сутки, которые проходят через трубопровод КТК, пишет агентство. Окончательный контракт может быть подписан в конце августа, а поставки начнутся предстоящей осенью.